Добрый день, меня зовут Ирина Курели, я общественник, экологический активист. Вот сейчас я стою перед нашим памятником национальному герою Салавату Юлаеву. Это конная скульптура, она самая высокая в Европе. Выше этого памятника, он очень уникальный, выше этого памятника в Европе конной нету. Вот. И нас который год уже огораживают с известием, что этот памятник нужно демонтировать для реставрации. Вот. Ну, можно по-разному относиться к личности героев, но памятник – это субъект города, объект. Это объект города, на который выделяются средства для его содержания, который должен мэрия города, специальной организации поддерживаться в удовлетворительном состоянии. То есть его должны осматривать, его должны обслуживать, очищать, как сказать, ржавчину, то есть если другие необходимые мероприятия, должны проводиться эти мероприятия. Но судя по тому, в каком запущенном состоянии памятник, этим давно не занимались. Мы от общественности направили письмо в мэрию с просьбой пояснить нам, какая организация занимается обслуживанием, текущим ремонтом, содержанием этого памятника. Отправили 30 апреля письмо. Ответа мы до сих пор не дождались. Это письмо, оказывается, переадресовали в администрацию Кировского района. И ни от кого никакого вообще ответа. Ни от мэрии, что его перенаправили, ни от Кировского района, что мы вам ответим там в течение 30 дней или там еще чего-то. В общем, тишина. Мы заявляли массовый пикет, чтобы люди могли высказать свое мнение по поводу вот такого неудовлетворительного содержания памятника, чтобы могли высказать свои пожелания, чтобы вообще была какая-то обратная связь с руководством города, с руководством республики. Вот. В пикетах массовым нам отказали. То есть мы подали за 11 дней заявку, привязались, что нужно за 10. Вот. То есть, если подали бы за 10, сказали бы, что назначили мероприятие и так далее. То есть, это вот эта вот игра, она, как сказать, не улучшает взаимопонимание между гражданами и руководством города, руководством республики. Должна быть обратная связь. Людей должны выслушать, как минимум. Поэтому записываю это видео, что меня не устраивает вот в том, как сказать, скоротечном, скороспелом таком решении демонтажа памятника. То есть демонтаж – это не равно реконструкция, это не равно ремонт, это ничему не равно. Демонтаж – это демонтаж, демонтаж – это уничтожение. Мы уже потеряли памятник уникальный Владимиру Ильичу Ленину, который был первый, вообще первый в стране. Сейчас мы теряем вот второй уникальный памятник, самый высокий в Европе. Ну, потеряют. То есть, что меня в этом не устраивает? Я считаю, что экспертиза техническая, как инженера, не устраивает. Проведена какая-то не отвечающая на вопросы в необходимости этой реконструкции. Потому что вот когда проводится техническая экспертиза, обычно вот выпускают чертежи, например, вот каркаса, который держит этот памятник. Наносятся все раковины, если они есть, глубина, ширина, значит, рассчитывается кинетическая, динамическая нагрузка, то есть даются, значит, прогнозы, сколько это простоит, даются рекомендации, как можно это исправить. То есть должно быть как минимум несколько вариантов реконструкции этого памятника. И уже
на техническом совете, учитывая вот эти рекомендации, учитывая проведенные вот эти вот неполадки, если они есть, и все, и также по памятнику, вот, уже принимается решение, какая должна быть реконструкция. Выбирается лучший вариант. Здесь же я какой только версии не слышала. И земля-то уходит из-под памятника, и он наклоняется, и он разваливается, и птица там гнезда вьют, и ужас-ужас там развалится. Но я не видела ни одного технического документа, который бы подтвердил именно технического документа. То есть если там карсты, то должны быть геологические исследования. Где оно? Хоть одна скважина, там еще что-то. Нету. Если, значит, он заваливается или там рассыпается фундамент, должны быть наклеены стеклышки, должна быть динамика вот этого разрушения. Ни одного стеклышка я не вижу, чтобы была динамика, чтобы картина была, что да, действительно он это самое. Нету этого. То есть если рама рассыпается, если там она проржавела, то опять-таки, я же говорю, на чертежах должны быть нанесены все вот эти вот раковины, изъязвления, вот какие в раме произошли за время того, как его не обслуживали должным образом. И расчет должен, то есть статическая нагрузка, динамическая нагрузка, то есть сила ветра рассчитывают, тяжесть рассчитывают, и уже вывод, простоит он, не простоит он, и так далее. Ну, я уже говорила насчет этого. Вот это называется экспертиза техническая. А то, что предоставили, я не знаю, что это. Это как обычно для галочки, что вот она есть, вроде как есть на бумаге, а ее нету. Вот как с сусликом. Вот. Только наоборот. И нам действительно очень хочется узнать, какая организация должна была заниматься обслуживанием этого памятника и содержанием этого памятника. Ведь на это выделялись деньги бюджетные наши. И почему ничего не сделано? И кто должен нести ответственность за это? Ведь он столько лет простоял в совершенно удовлетворительном состоянии. И вот это вот разрушение, оно в последние годы, почему им не занимались? Почему не администрация Кировского района, не мэрия Уфы, не отдавала должного внимания этому памятнику? Почему вот так его запустили? Ведь сейчас очень много материалов, которые даже зачищать ржавчину не надо, достаточно нанести. И уж не такая там большая рама, чтобы там надо тонны этих материалов. В общем, одни вопросы и ни одного ответа. Ох. С памятником неохота прощаться. У меня, как у любого жителя города, с каждым уголком Уфы связана своя какая-то жизнь, свои впечатления, свои воспоминания. Поэтому, жаль, конечно. Жаль, что все вот так вот, так беспонтово. Вот мы захотели, мы снесли. Жаль.